День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. День мужества и героизма. Санкт-Петербург отметил 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. А как откликнулась Якутия на эту знаменательную дату, узнаем из материала наших корреспондентов. Снежные бури и пронизывающий ветер. Стихия испытывает на прочность северные районы Якутии. Как доставляют важные грузы по заснеженным трассам, узнаете далее. От затопленных квартир до опасной электропроводки. На этой неделе наши корреспонденты разбирались в сложных коммунальных ситуациях Якутска. От года детства к году защитника Отечества. Как Якутия отметила год, посвященный самым юным жителям. И с какими планами встречает Новый год. Владивосток заряжен зимним спортом. Турниры, чемпионаты, азарт борьбы. Наши корреспонденты расскажут, как насладиться активным отдыхом на заснеженных склонах. С этого года в России наблюдается активность в социальной сфере, охватывающая поддержку семей, помощь участникам СВО и их семьям. Так, например, Владимир Путин дал поручение правительству разработать условия предоставления льготных ипотечных кредитов под 6% годовых на приобретение готового жилья на вторичном рынке для семей с детьми до 6 лет. Эта мера предназначена для населенных пунктов с недостаточным объемом жилищного строительства. Срок предоставления доклада – 15 апреля 2025 года. Кроме того, хорошая новость ждет и для российских семей. С 1 февраля более 40 социальных выплат, включая материнский капитал и пособия на детей, будут проиндексированы на 9,5%. Это значит, что родители получат больше поддержки от государства. Например, выплата по уходу за детьми с инвалидностью достигнет 10 950 рублей. Материнский капитал на второго ребенка вырастет до 912 200 рублей. Для семей, не получавших сертификат на первого ребенка, доплата при наличии сертификата на первого составит почти 222 тысячи рублей. В то же время государство усиливает поддержку семей участников СВО. Дети российских военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО, контртеррористических операций или службы в Сирии, получат ежемесячные социальные выплаты, размер которых приравнен к региональному прожиточному минимуму для детей. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на эти цели выделено более 3,5 миллиардов рублей. Выплаты не влияют на получение других социальных пособий и назначены в соответствии с указом президента Владимира Путина 26 декабря 2024 года. Кроме того, 229 детей и 154 взрослых, чьи родные участвуют в СВО, получили комплексную помощь, включая реабилитационные процедуры, коррекционные занятия и психологическую поддержку. В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Якутии. А для детей из районов республики организовано проживание и 5-разовое питание. Взрослые получают 3-разовое питание. Директор центра Зинаида Максимова отметила индивидуальный подход к каждой семье. Вспоминая прошлое, в Санкт-Петербурге отметили 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января – значимая дата для петербуржцев, сравнимая с Днем Победы. Торжественные мероприятия начались с Пискаревского мемориального кладбища. Тем, кто в этих бескрайних могилах лежит. Пискаревское мемориальное кладбище крупнейшее в мире. Здесь покоятся почти 500 тысяч человек. Мирных жителей и воинов-защитников Ленинграда. Чтобы возложить цветы к монументу «Мать Родина», на Пискаревку пришли тысячи человек. Колонна растянулась на всю территорию кладбища. Венок возлагает Валентина Матвиенко. Официальные лица, ветераны, блокадники, потомки победителей. Подножие монумента заполнилось цветами за считанные минуты. Венки и цветы возлагаются от делегаций представительств Республики Саха-Якутия. Блокада длилась 872 дня. Голод, холод, постоянные обстрелы и бомбежки. Очевидцам тех страшных событий сейчас много лет, но никогда они не забудут дни, проведенные в блокаде. Мы сменили 3 адреса, потому что
Вот как бывало, дом вымирает, а кто остался, переселяет в следующий. Вешали этих высших офицеров немецких. Вот это я видел и помню. У меня был брат на 2 года старше. Тетка пошла в булочную, повезла его на санках. Когда вернулся из булочной, его Олег звали, ни Олега, ни санок нет. Ой, Тогда в Ленинграде свирепствовали людоеды. В период блокады было 3 волны эвакуации. Изможденных войной ленинградцев дорогой жизни через Ладожское озеро отправляли по разным направлениям. Так эвакуация многих связала с Якутией. А вы знаете, мы, когда приехали в Бестях, белый хлеб мы увидели. Он был такой мягкий, рыхлый. Это вообще мы считали, что это что-то невообразимое. Сильнее вражеских атак единство народа. На борьбу с врагом встала вся страна. В битве за Ленинград погибло более 2500 якутян. И, конечно же, эта страница истории Великой Отечественной войны является священной и для Якутии тоже. Незаживающие ужасы войны осели в памяти многих поколений. Город на Неве выстоял. И сегодня даже самые юные жители непокоренного и несломленного города знают, какой ценой досталось мирное небо. Так почему же в сытости, тепле меня тревожит эта боль чужая, отдавшая жизнь за то, чтобы на земле под этим небом я была живая? Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. А вот как в Якутии почтили память тех, кто пережил блокаду, расскажет Эржена Кармаева. Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу немыслимой ценой. Когда началась блокада Ленинграда, Эльве Давыдовне Ушницкой было всего 2 года. Отец ушел на фронт и погиб при обороне города-героя. А их с матерью отправили на далекий север, в Булунский район Якутии. Там семья Эльвы Давыдовны прожила 5 лет, и послевоенные годы они встретили уже в Якутске. Жили, конечно, бедно, ничего, одежды не было. Мама работала зимой на отстое, баржи долбила до льда. Ни одежды совсем теплой, ничего не было, спецодежды не давали же. Но как-то жили, выживали. Тяжелые годы позади. В Якутии Эльве Давыдовна обрела семью, вышла замуж, родила детей, встретила и внуков, и правнуков. Сейчас ветеран живет в Намском районе, куда когда-то была отправлена по распределению. Женщина признается, жить в деревне ей совсем неплохо. Ветераны помогают всем селом. Постоянно приходит социальный работник, что нужно, все делает он. Сахамагатинский, я его знаю с малых лет, поэтому так как он мне, как сын мне совсем все время это поручение даю, что да и сама я еще ездила и за Намцы за лекарствами, за аптекой, в аптеку везде, на обследование. А так ничего, все хорошо, нормально. Мне нравится в Хамагате жить. Сложные послевоенные годы застала и Елена Александровна Пахомова. Будучи уже взрослой, так же, как и Эльве Давыдовна, по распределению попала в Якутию и долгие годы работала на благо республики. Продолжает она делать это и сейчас, как член Совета ветеранов Сайсарского округа Якутска. Основной вопрос – это, вы знаете, вот воспитателю детишек, чтобы они помнили вот эти все воинские сражения, помнили правду о войне, чтобы никто не извращал это понятие, понимаете? В дань уважения памяти пережившим блокаду по всей России 27 января прошла акция «Блокадный хлеб». Ее организаторы – общественное движение «Волонтеры Победы». В рамках акции раздавали брошюру с исторической справкой и 125 грамм хлеба. Ежегодно мы раздаем 125 грамм хлеба, придерживаемся граммовки, норму 125 грамм, который как раз-таки вот в самые суровые годы блокады Ленинграда раздавался. И данная акция призвана не забывать историю, сохранить историческую память и в данное время бороться также с фальсификацией истории, которая, к сожалению, сейчас происходит. Блокадный хлеб делали из пищевой целлюлозы, жмыха, хвои, выбойки из мешков, а форму смазывали соляровым маслом. Ведь другого масла в городе просто не было. 872 дня ленинградцы стойко переносили все трудности, выпавшие на их долю – голод, холод и болезни.
Что знают об этом жители Якутска? День освобождения Ленинграда. Наше поколение, да, помнит. Может быть, знаете что-то про блокаду Ленинграда? Сколько весил минимальная норма хлеба? Или из чего делали хлеб? Ну, по-моему, все было очень плохо. Делали чуть ли не из бумаги. Да, а сколько По норме, ну, там квадратики такие, помните, по-моему, были на человека. Ну, это память, дань уважения падшим и победителям. Как вы думаете, нам важно помнить о подвигах наших предков, сохранять историческую память? Ну да, конечно, нужно помнить. Ну, как минимум, как урок истории, чтобы не забывать, что может произойти. Ну, и как не нужно делать, например. В Якутии осталось всего 11 жителей блокадного Ленинграда и еще меньше участников Великой Отечественной войны. С уверенностью можно сказать, что молодое поколение дорожит памятью о самоотверженном подвиге предков. Патриотическому воспитанию в нашей стране уделяется особое внимание. Напомним, что год 80-летия Великой Победы объявлен годом защитника Отечества в России и годом защитника Родины в Якутии. Ржана Гармаева, Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. На этой неделе в северных районах Якутии наблюдались сильные ветра и большое количество снега. Несмотря на сложные погодные условия, северный завоз продолжается, обеспечивая доставку необходимых грузов по рекам, воздуху и зимним дорогам. Подробнее о ходе северного завоза расскажет Даяна Федорова. Готовь сани летом. Прокладка автозимников начинается еще с теплых дней для того, чтобы доставить продовольствие в отдаленные районы Якутии вовремя. Всего дороги Арктики обслуживают порядка 8200 километров дорог. Из них 7700 километров – автозимники. На сегодняшний день дорога проложена в 9 северных районах. Толщина льда сегодня в среднем составляет 80 сантиметров. И почти 80% на наших дорогах уже стоит максимальная грузоподъемность, это 30 тонн. Наледь, пурга или недостаточная толщина льда осложняют работу как дорожников, так и водителей крупногабаритной техники. Дальнобойщик со стажем Кирилл Тарков родом из Момского района. С юных лет помогал отцу, который также работал водителем. Дальняя дорога для него уже привычное дело. Единственное, что осложняет работу – сложные климатические условия. В данный момент у меня две большие вот такие фуры. Каждый год погодные условия меняются. Из этого иногда тот лед бывает тоньше, из-за этого тоннаж мало берем. Всего в республике запланировано к перевозке более 650 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. На сегодня уже доставлено порядка 115 тысяч, в том числе топливно-энергетических ресурсов. Запланировано уголь 500 304 тонны. На сегодняшний день доставлено факт 95 063 тонны. Нефть у нас составляет 32 413 тонн. На сегодняшний день фактически доставлено 5500 тонн. Перевозки продолжаются в плановом режиме и в Нижнеколымском районе. По автозимнику из поселка Черский в село Поход доставлено 226 тонн угля из запланированных 1200, а из Среднеколымского Андрюшкина завезено 319 тонн нефти из 890. Со следующего месяца начнется завоз нефти по направлению Черский-Андрюшкина по плану 1200 тонн. На сегодня все объекты ЖКХ в Нижнеколымском районе работают в штатном режиме. Доставить продукты в указанные сроки готова и Арктическая торгово-логистическая компания. По автозимникам в этом году они должны отгрузить 5500 тонн. Из них уже доставлено 550 тонн, что составляет 10% от общего плана. В период перевозки овощей и фруктов авиатранспортом мы использовали утепленные ящики и термоодеяла, что позволило нам сократить уровень порчи до нуля.
Ключевые элементы северного завоза – торгово-логистические центры, которые оснащены всем необходимым оборудованием. В Жиганском районе в декабре прошлого года было доставлено 19 тонн овощей и тонна фруктов. В эти дни ожидается привоз 19 тонн продуктов, 5 тонн овощей и фруктов. Находится в холодном складе, да? Вот у нас там 200 тонн принимаем этот товар. Вот, например, мука, остатки 90 тонн, это навигация летняя, сахар 20 тонн. У нас соль, теперь вот в феврале ждем свежие овощи также. Перевозки по автозимникам продолжатся до апреля. Всего задействовано более 300 единиц техники. В связи с увеличением грузоподъемности автозимников планируется увеличить количество задействованного транспорта. Даяна Федорова, Мария Полонова, Наталья Кемлиль, Григорий Хлопков, Илья Сыромятников, Якутск. Обеспечение безопасности в таких условиях – приоритетная задача. В связи с этим в Якутии увеличит количество отделений авиалесохраны. На совещании у первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова обсудили план реализации мероприятий по созданию Витимского и Сынояхтакского отделений и усилению существующих филиалов авиалесохраны на текущий год. Эта инициатива стала возможной после обращения главы Якутии к президенту России с просьбой увеличить количество авиаотделений для борьбы с лесными пожарами. На совещании также рассмотрели детальную схему работы и заправки воздушных судов для более тщательной работы авиалесохраны. Развитие инфраструктуры и экономики региона также является важной задачей. Алроса направит около 1 миллиарда рублей на развитие Нюрбинского района Якутии. Генеральный директор Алроса Павел Маринычев и глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев подписали договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района на 2025-2027 годы. Подробности соглашения будут освещены далее. На реализацию договора в 2025 году Алроса направит в качестве целевого финансирования более 300 миллионов рублей. Не менее этой же суммы при условии утверждения наблюдательным советом компании будет выделяться ежегодно в 2026 и 2027 годах. Таким образом, общий объем финансирования за 3 года составит около 1 миллиарда рублей. Подписанный между Алросой и Нюрбинским районом документ стал уже 3-м по счету. Аналогичные трехлетние договоры заключались в 2018 и 2022 годах. Как известно, Нюрбинский район является акционером Алроса и получает от компании дивиденды. Но тем не менее, Алроса, как социально ответственная компания, заключает с районом отдельные договоры, направленные на социальное развитие Нюрбы. В общей сложности за последние 7 лет Алроса перечислила в бюджет Нюрбинского района более 5,5 миллиардов рублей. Мы считаем важным заключать соглашение, в рамках которого, с одной стороны, дополнительно должна улучшаться социальная инфраструктура в Нюрбинском районе. С другой стороны, мы хотим, чтобы в рамках этого соглашения мы больше и больше жителей Нюрбинского района привлекали на работу, в том числе и в Нюрбинском ГОКе. Хотим, чтобы мы имели партнерские отношения с местными предпринимателями, потому что должны потреблять продукцию, которая здесь производится на территории Нюрбинской земли, и таким образом формировать мультипликатор для дальнейшего развития и компании, и Нюрбинского района. В числе направлений сотрудничества мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета, строительство, модернизация, ремонт, реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктах. Алроса продолжит разработку действующих и поиск новых месторождений алмазов на территории района. Будет содействовать подготовке квалифицированных специалистов из числа местных жителей и их трудоустройству в компании. Расширять сотрудничество с местными сельхозпроизводителями, а также предпринимателями, представляющими малый и средний бизнес. Я считаю, вот это подписание нашего соглашения даст большой импульс развития нашего района. Тем более мы видим до 2027 года много объектов, которые будут профинансированы средствами Алроса, компании Алроса, которую они перечисляют в республиканский фонд будущего поколения. И тем более вот, я всегда считал и считаю, что наша компания, это Алрос, это самый надежный социальный партнер.
В 2027 году в Нюрбинском районе пройдут 9-е спортивные игры народов Якутии, к началу которых планируется возвести целый ряд спортивных, образовательных, культурных объектов. Как отметил Павел Маринычев, значительная часть предусмотренных нынешним договором средств будет направлена именно на эти цели. Роман Савинов, Кюнай Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Безопасность жителей – еще один важный аспект. Всегда наготове спасатели МЧС России. На этой неделе в рамках межведомственных учений «Безопасная Арктика-2025» они отработали в Якутии проведение поисково-спасательных работ при провале подлет транспортного средства. На месте также были задействованы водолазные группы отряда службы спасения. Более подробнее об этом смотрите в сюжете Тимура Колмогорова. Местом происшествия стала ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях. По легенде учений, при переходе переправы водитель грузовой машины сбился с пути. Впоследствии автомобиль вышел на участок тонкого льда и после провалился. На месте происшествия был сооружен палаточный городок. После необходимых замеров и приготовлений в работу вступила водолазная группа, которая должна была вытащить 2 условно пострадавших из машины. Здесь сегодня отрабатывали такие задачи, как открыть автомобиль, поиск автомобиля, поиск пострадавших. С помощью гидравлического инструмента открыть дверь. Собственно, у нас один водолаз работал над этой задачей, открыл гидравликой дверь, поднял пострадавшего. Моя задача уже была найти уже 2-го пострадавшего. Самое тяжелое для водолаза – это очень такие опыт. Это когда ты заходишь и уходишь. Такое, все весомое на себе держишь. А вода немножко помогает тебе. Спустя некоторое время условно пострадавшие, которых заменяли манекены, были подняты со дна и направлены в больничные учреждения. На этом работа не заканчивалась, ведь теперь машину предстояло поднять из-под льда. После окончания работы водолазов в дело вступают другие подразделения МЧС, а также специальная техника для того, чтобы взять и вытащить данную машину изо льда. И прямо сейчас сотрудники МЧС стараются как можно аккуратнее вытащить ее, не сломав лед. Для поднятия машины была сварена стальная конструкция в виде крана, для которой применили опытные образцы по сварке и резке металлов. Непосредственно с автомобилем, который был погружен у нас на акватории реки Лена, будет перенаправлен в гаражный бокс нашего ведомства для дальнейших таких же практических мероприятий и отработки. Потому что стелу, которую вы могли наблюдать, мы будем модифицировать, будем снова погружать автомобиль и снова его доставать, чтобы отработать непосредственно до идеала. Общий охват участников составил порядка 100 человек. Было задействовано 35 единиц различной техники, в том числе снегоходы и вертолет. МЧС России на регулярной основе раз в 2 года организованы такого масштаба учения, и в будущем они также будут проводиться. В связи с активным освоением Арктики и поддержанием безопасности. В рамках межведомственных учений «Безопасная Арктика» также была проведена экспедиция по всей арктической зоне России, в том числе включая Якутию. Всего членами экспедиции в республике с учетом обратного пути было преодолено около 2500 километров. Кроме испытаний отечественных образцов техники, оборудования и экипировки, участники выполняли почетную миссию в рамках эстафеты памяти. Они пронесли частицу вечного огня, оставляя ее возле мемориалов Великой Отечественной войны. На территории республики эстафета стартовала 22 января. Помимо общественно значимых мероприятий, членами экспедиции отработано 3 вводных, которые особо характерны для тех улусов районов, по которым мы проходили. Членами экспедиции были проведены встречи. Мы повстречались с ветеранами, которые проживают на территории районов, высказали им слова благодарности. Также без внимания мы не оставили подрастающего поколения. Членами экспедиции были проведены открытые уроки, уроки мужества в школах, в населенных пунктах. По результатам учений будут разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему улучшению методов проведения аварийно-спасательных работ на происшествиях в водоемах в зимний период. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск.
А теперь к вопросам здравоохранения. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди всех болезней. И многие отклонения могут протекать скрыто, приводя к серьезным последствиям. Ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нерюнгринском районе изучала наша съемочная группа. Первичное сосудистое отделение Нерюнгринской центральной районной больницы сформировано в 2021 году путем слияния отделения неотложной кардиологии и неврологического отделения для людей с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В наше отделение, как правило, поступают пациенты с острым инфарктом миокарда, поступают пациенты с нестабильной стенокардией, тяжелые пациенты с нарушением ритма сердца, сердечной недостаточностью. Также пациенты неврологического профиля – это острые нарушения мозгового кровообращения, такие как ишемический инсульт, геморрагический инсульт, кровоизлияние различные субарахноидальные и транзиторно-ишемические атаки. В отделении установлено самое современное высокотехнологичное оборудование, квалифицированная работа персонала отделения, современные методики позволяют проводить своевременную диагностику и лечение. Число летальных исходов минимальное, не выходит за рамки опыта федеральных клиник. Мы проходим обязательно курсы повышения. У нас каждые 5 лет мы проходим лицензирование, аккредитацию, ездим на конференции, делимся нашим опытом, воспринимаем опыт наших коллег. И дополнительно мы еще проходим такие специализированные курсы по нашей профессии. Модернизация Нерюнгринской центральной районной больницы ведется на постоянной основе. А с января этого года начата реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия была подана заявка в Минздрав России о выделении денежных средств. На 2020 год это было в размере 110 миллионов рублей, в рамках которых здесь были закуплены МРТ-аппарат, который активно у нас функционирует с 2020 года, и ангиограф с 2021 года. Вот. Также есть у нас проект «Это активная и долгая жизнь», в рамках которого президент нам поставил задачу увеличить продолжительность жизни среднюю до 78 лет. Также реализуется и в Нерюнгринском районе путем реализации у нас проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучшей профилактикой от сердечно-сосудистых заболеваний специалисты называют отказ от вредных привычек, а также занятия спортом, здоровое питание и борьбу с лишним весом. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В редакцию телеканала поступил отчаянный крик о помощи от жителей дома по улице Кальвица строительного округа Якутска. Они сообщают, что сточные воды топят их квартиры уже не первый год. И ситуация настолько критична, что людям приходится выбираться из дома через окно. В этой непростой ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. Уже более 10 лет жители домов по улице Кальвица добиваются права жить в минимальном комфорте. Но все безрезультатно. Круглогодично старые деревянные дома топит местная канализационная сеть. С подъездов выйти невозможно, в квартирах вода бывает. Вот в подъезде, где вода идет, и никому дела нет. Это канализация уже, не знаю, больше 40, наверное, лет. Канализация неизвестно, бесхозная. Раньше говорили, то как Юнион относилась потом к водоканалу. А сейчас вообще говорят, она ничейная. Лежат трубы прямо вдоль двора между двух домов, образуя смрадный ручей. При этом где-то сточные воды не замерзают, из-за чего в подъездах постоянно нарастает иней от испарений. А где-то замерзают настолько, что блокируют входные двери. Если у меня сын со 2-го этажа прыгает, чтобы выйти на улицу, на работу пойти. Это что такое? Это вот когда вот эта дверь замерзла абсолютно, не открывалась. Никто не мог выйти из подъезда. То есть мы были там абсолютно заблокированы. Мы каждое утро не можем выйти на работу, в садик. Проблема у нас острая.
да, и даже в дом не можем зайти, в квартиру после работы. Пока жители дома справляются своими силами. Каждое утро у них начинается с выдалбливания дверей ото льда. Страдает в домах и проводка. Удивительно то, насколько она вообще оказалась прочной. Столько лет работать во влажной среде. И это уже не говоря о том, какой запах стоит в квартирах, особенно в теплые дни. Дома невозможно запахи этой канализации. Ну вообще, мы не живем, а существуем. У нас вот в этом подъезде всем за 70 лет старикам. И, естественно, и по больницам бегаем, и все, и дышать нечем вообще. На днях в дома по улице Кальвица нагрянула комиссия, в составе которой были как представители управляющей компании «Юнион», так и других коммунальных служб города. В акте осмотра специалисты указали, что канализационная труба сгнила и наблюдается течь. В выводах – запрос данных о расселении и составление проектно-сметной документации на восстановление системы. И ни слова о принятии экстренных мер. В общем, вопрос остается открытым. Наша редакция продолжит следить за ситуацией. Сарглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Проблемы с жильем касаются не только подтоплений, но и аварийного состояния домов. Так, жители аварийного дома по улице Халтурина, 22 переселят по решению суда после проверки прокуратуры Якутска. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу более 6 лет назад. Существует угроза обрушения, и условия проживания не соответствуют нормам. Несмотря на установленный срок отселения до конца 2023 года, жильцам до сих пор не предоставлено временное жилье. Установленные распоряжением о признании дома аварийным в сроке, то есть до конца 2023 года, органами власти меры по расселению жильцов дома не приняты. Зачем прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о признании бездействия окружной администрации города Якутска и возложении обязанности принять меры в срок, не превышающий 6 месяцев, по их расселению. Судом исковое заявление удовлетворено в полном объеме. А вот в Алдане после потепления в середине января работы по расчистке крыш многоквартирных домов от снега вошли в активную стадию. И несмотря на вернувшиеся морозы, темпы работ сохраняются. Подробности у наших коллег. Ежедневно бригады чистильщиков снега поднимаются на крыши многоквартирных домов и начинают свою кропотливую работу. Труд тяжелый и однообразный, но даже в таком нехитром деле присутствует дефицит рабочей силы. Впрочем, на данный момент руководство управляющей компании говорит, что справляются. Уборку мы начали с декабря месяца, где-то с середины месяца. Идем по плану. Где-то 2 раза в год мы его уже скидываем. Народу хватает. У нас 3 бригады, где-то по 6 человек. Сбросить снег с крыши – это одна сторона медали. Другая – снежную массу нужно убрать с придомовой территории. Это также ответственность управляющей компании. Правда, не всегда удается это сделать моментально. Как говорят в управляющей компании, в данном случае все зависит от подрядчиков, техника которых работает по определенному графику. Соответственно, когда скинули, сразу начинаем уборку вывоза. Соответственно, где-то грубо сутки, 2. Работу управляющей компании мониторят в администрации города и пока не видят причин для беспокойства. Обычно напряженность возникала, когда сброшенный или съехавший снег с крыши оставляли на откуп жильцам дома. Сегодня ситуация меняется. Все управляющие компании, прежде всего, приступили уже к сбросу снега. По мере накопления, скажем так, выбрали приоритеты. То есть на сегодня снег сбрасывается, и, соответственно, управляющие компании будут данный снег вывозить с дворовых территорий. Дает плоды и появление на рынке новых управляющих компаний. В Алдане их уже 3, что создает конкуренцию и повышает ответственность в данной сфере услуг. Я думаю, население тоже оценит работу управляющих компаний. Посмотрит, кто как работает, и кто как справляется. Просто что это новые ребята зашли в новые дома. То есть как-то особо они нам не мешают, и мы им не мешаем. Мешают лишь автомобили во дворах жилых домов, законсервированные хозяевами на зиму. Машины ставят, начиная, если с лета заморозили машину, поставили возле фасада. И получается потом, что мы не можем и найти жильцов, не можем догнать где-то кого-то. Но все равно вроде как-то стараемся хоть частично, но как-то сбросить.
Установившиеся после оттепели морозы не повлияли на набранные темпы сброса снега и его вывоза. Уборка продолжается. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Аномальные погодные явления требуют особого внимания. Этой зимой в Якутии фиксируется аномально высокий температурный режим. И хоть сейчас столица региона и других ближайших районов градусы ртутного столба практически вернулись к среднемесячной норме, подобное потепление не может не вызвать опасений северян. Связана ли непривычно теплая зима с глобальным потеплением, о котором все говорят, и какие ее последствия нас ожидают, расскажет Саргалана Неустроева. Еще в январе, после неожиданно теплого декабря, среднемесячные показатели температуры вновь вернулись к своей норме, но по-прежнему оставались выше показателей прошлых лет. А 24 января в Якутске потеплело аж до минус 7 градусов. Правда, ненадолго. Если раньше всю зиму город стабильно укутывал морозный туман, то ныне такие перепады вызывают опасения. Масса действительно была очень теплая. Была серия атлантических циклонов, которые прямо напрямую проходили до территории Якутии через все наши регионы и приносили достаточно много тепла. Очень много тепла, потому что даже на западе территории температура была близка к нулю. Минус 2, минус 1 градус. Исследователи Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук сообщают, что уже порядка 50 лет на планете идет процесс глобального потепления. Для нашего северного региона это чревато таянием вечной мерзлоты и изменением ландшафта. Несомненно, вот у нас с вами в Центральной Якутии и в Арктической области, где находятся льдонасыщенные грунты или в грунтах, в которых находится лед, будут наблюдаться, конечно, просадки. Это вот образование вот таких, как мы их называем, баджирахов. Это интенсивное, то есть образуются неровности поверхности. Это протаивание повторно жильных льдов, которые вот приводят к изменению поверхности вообще в природных условиях. Глобально остановить деградацию вечной мерзлоты человек не может, а вот отсрочить вполне. Лесной массив, отмечает Железняк, останавливает просадку грунта за счет своеобразной фильтрации солнечного света. Иными словами, кроны деревьев образуют тени, создают свой микроклимат. В настоящий момент вот у нас с вами в Центральной Якутии наименьшие тренды изменения и температуры, и сезона талого слоя, они как раз происходят в лесных массивах. И серьезная проблема сейчас, которую республика должна решать и которую должны все понимать, что вот эти вырубки лесов, которые сейчас происходят, заготовки лесов, их нужно четко районировать. Обратить внимание сегодня, уверен исследователь, необходимо и на инженерные сооружения. Дома, дороги и другие конструкции, срок эксплуатации которых может сократиться из-за изменений в ландшафте. Для этого у специалистов есть все ресурсы, отмечает Михаил Железняк. Самый простой момент – это понимать, на каких грунтах мы строим, то есть проводить качественные инженерные изыскания и, конечно же, выбирать площади строительства сооружений в более благоприятных условиях. А вот у кого сегодня теплая зима точно не вызывает опасений, так это у животных. Эксперты сообщают, что в этом сезоне и птицы, и дикие звери чувствуют себя превосходно и вряд ли жаждут возвращения к температурной норме. Для некоторых видов это даже благоприятно. Во-первых, для мелких воробьиных у них уменьшаются энергозатраты, естественно, ну и больше времени на поиски пищи у них, да. То же самое касается и диких зверей. Для некоторых теплой зимой разве что сон стал крепче, а для других поиск пищи стал намного проще. И эксперты не исключают, что этим летом якутяне смогут наблюдать непривычно большое количество воробьев на своих улицах. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем.
Теперь отправимся в путешествие по Якутии, где развивается не только туризм, но и происходят важные социальные события. Что поможет Якутии привлечь туристов и какие инструменты предполагает стратегия развития туризма до 2030 года, ответы на эти вопросы искала Вероника Таюрская, которая наверняка расскажет о красотах республики, привлекающих все больше внимания. Федеральные эксперты прилетели в Якутск для того, чтобы поделиться опытом в сфере туризма. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, в ходе презентации инструментов для развития туризма отметил, что Якутии не стоит гнаться за показателями Центральной России, а стоит разрабатывать свой уникальный и неповторимый стиль, тем самым сделав акцент на повышении имиджа республики на российской и мировой туристических аренах. Часто работаю в регионах. Многие коллеги хотят цифры и хотят туристический поток. Такие регионы, как Камчатка, Якутия, Красноярский край, регионы не для масс-маркета, а, наверное, для ценностного предложения, где пусть будет миллион, пусть будет 500 тысяч, но чек, который они здесь составят, впечатление, которое они здесь получат, и объем той информации, которую вынесут вовне, он для нас наиболее ценный. Специалисты обозначили основные мероприятия, которые будут направлены на подготовку кадров, создание маршрутных кластеров, развитие тех видов туризма, которые необходимы Якутии. Так стоит участвовать в федеральных программах, развивать национальные стандарты, а также нужно установить связи с федеральными организациями и институтами. В настоящее время уже ведется работа по цифровизации индустрии туризма. Есть уже первые шаги, что мы должны сделать. И есть четкие показатели, как мы должны достичь цели. Да? То есть там 750 тысяч туристов, вклад в ВРП, сколько рабочих мест и сколько денег эти туристы должны оставить в республике. То есть это создается не просто какое-то направление социальное, это именно экономическое направление, это отрасль экономики. То есть, и как я сказал, что будем развивать не только въездной и внутренний туризм, но и домашний туризм. В первый день работы сессии были обсуждены не только вопросы, связанные с направлениями туризма, но и с развитием инфраструктуры в популярных туристических районах республики. Стратегическая сессия будет длиться 2 дня. Во второй день также мы будем работать по командам и будем искать ценности, определять основные направления развития туризма для нашей республики. В январе мы собирались с муниципалитетами и составили проект данной дорожной карты, а сейчас уже будем готовить ее к утверждению справками федеральных экспертов. Сессия способствует формированию мероприятий плана реализации стратегии развития туризма в регионе, а также даст работающие инструменты и решения по ключевым направлениям развития туризма, объединив индустрию гостеприимства в проектировании подходов к комплексной реализации продукта и его позиционированию. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В 2023 году в Якутии произошло знаменательное событие. Родился миллионный житель. Саине Ануфриевой, которой сейчас уже год и 7 месяцев, этой весной предстоит сделать свой первый шаг в мир образования – пойти в детский сад. Новость о том, что впервые за почти 40 лет в Якутии родился миллионный житель, обошла всю страну в день национального праздника ЭСЭХ. Для семьи Ануфриевых весть о том, что их дочь оказалась миллионным жителем Якутии, стала большой неожиданностью. Это миллионный житель Якутии! Нас миллион! Сегодня Саина уже подросшая, озорная и любознательная девочка. Тихоньку говорит, в горшок ходит спокойно сама, говорит, если хочет, кушает самостоятельно, пытается одеваться. Кстати, начала пытаться одеваться, особенно штаны, все одевает на себя. Всеядно, очень любит кушать. Все время, вечно голодный ребенок. Как растет и развивается маленькая Саина, наблюдает не только близкие и родные, но и глава республики. На днях Асен Николаев в ходе рабочей поездки в Мирнинский район навестил семью Гаврила и Арины Ануфриевых. Саина с большим удовольствием показывает свои книжки, прекрасно знает персонажей и даже мило озвучивает их. Нам год и 7 в январе исполнилось. Ну, уже самостоятельно кушаем.
потихоньку начинает говорить, какие слова изображает голоса зверей. Да, знаем, кто что как говорит, да, курица, петушок, медведь, да, как говорит. Да, попугайчики, картинки смотрим, да. Домашние животные, кто как разговаривает, кто как говорит, да, Таинка? Да, Ди? Да. Волк как уди воет, да, волк воет. Медведь как говорит, доча? Медведь? Ага, озеро. С девочкой родители разговаривают на 2 языках, предпочтение при этом на родном языке. Они уверены, что знание якутского языка поможет в будущем. Благодаря этому и старшая дочь начала проявлять интерес к изучению родного языка. Валерия души не чает в сестренке, с удовольствием заботится и помогает за ней присматривать. Мы с ней часто в основном не так сидя играем, а бегаем, бесимся, так сказать. Маме я помогаю, конечно. Она очень любит читать книжки, играть в телефоне, конечно. Пирамидку любит разбирать, собирать. Для родителей сейчас наступил волнительный период, ведь Саина совсем скоро пойдет в детский сад. Пока же малышка радует близких своими маленькими, но важными успехами, наполняет дом радостью и улыбками. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Кстати, о детстве и его развитии в Центре культуры имени Гагарина подвели итоги года детства, отметив такие достижения, как международные спортивные игры «Дети Азии», открытие новых школ и детских садов и запуск первого детского телеканала «Тоху». Лучшими в проведении года детства признаны Ленский, Татинский, Тампонский, горные районы и городской округ Жатай. И с этой торжественной ноты дан старт году защитника Отечества в Якутии. А для любителей спорта есть отличные новости. С 1 февраля в силу вступает новая редакция международных правил масс-рестлинга. Всего изменения затронули несколько моментов. Так была систематизирована терминология в масс-рестлинге. Теперь некоторая экипировка и команды судей будут озвучиваться для всех на якутском языке. Кроме того, для удобства зрителей будет введена общая форма номер 3 с инициалами спортсмена, обозначением страны и логотипом федерации. Сейчас, как говорят, появилась система свободного старта. Это когда ноги можно расположить внутри положенного места на доске упора. И самое главное, наверное, мы должны ввести электронный хронометраж для того, чтобы спортсмен понимал, что действие, отсчет времени начался. И через 30 секунд, если он не примет каких-то действий или за это время сделает какое-то нарушение, то он может получить предупреждение, которое сейчас звучит «серети», «бастака-серети» и «кесерети». От якутского масс-рестлинга перенесемся во Владивосток, где горнолыжный сезон в самом разгаре. Лиана Михайлова расскажет, как жители города наслаждаются активным отдыхом на заснеженных склонах. Катки, лыжные трассы и сноуборд-парки ждут своих посетителей, а ежегодные турниры и чемпионаты подогревают спортивный интерес. Несмотря на то, что в Владивостоке зима теплая, зимние виды спорта остаются актуальными. Город предлагает возможности для катания на коньках, на лыжах и сноуборде, особенно в окрестных горных районах. Ежегодно проводятся турниры и чемпионаты, чем привлекает молодежь и жителей города. Ежегодно во Владивостоке с ноября по март продолжается сезон горнолыжного катания. Дальневосточные базы отдыха предлагают широкий выбор трасс для начинающих и опытных сноубордистов. Есть возможность принять уроки у профессиональных инструкторов, а также арендовать необходимое снаряжение. Для тех, кто предпочитает более экстремальные виды спорта, здесь есть возможность прокатиться на снегоходах или совершить прыжки с трамплинов.
Можно не только учиться и кататься на сноуборде, здесь есть также и тюбинг-парк, есть коньки. Люди свободно могут сюда приехать, взять это все дело в прокат. Все это на самом деле очень доступно и легко это все сделать. Почему стоит заниматься активным видом спорта? Ну, как минимум, потому что это укрепляет не только дух, но и тело, да. Но это весело, всегда весело. Зимние виды спорта всегда весело. Сноуборд стал популярным зимним увлечением, в основном благодаря уникальному ландшафту региона. Один из посетителей, Михаил, который уже 4 года занимается сноубордом, продолжает развивать свое увлечение. Мне 39 лет, сноубордом занимаюсь 4-й год. Комету очень любим, потому что рядом с городом, это самый лучший курорт здесь недалеко. Но чтобы хорошо кататься, нужно накатывать, иметь накат, стараться надо. И это действительно очень тяжелая работа, и все получается. На Русском острове жителей города встречает русская лыжня, которая уже 5-й год радует своих посетителей. Вход сюда абсолютно бесплатный, что делает это место особенно привлекательным для студентов и местных жителей. На лыжне регулярно проходят различные турниры и чемпионаты. Как отмечает администратор Анна, популярность лыжного спорта с каждым годом растет, а поток гостей неуклонно увеличивается. С моей точки зрения, очень интересно, потому что в день у нас может быть и по 1000 человек, и по 1500 человек. И всегда очень интересно наблюдать за тем, какие люди приходят. И действительно, от мала до велика есть и детишки 3 лет, и очень много пожилых людей, которые с удовольствием тоже катаются на свежем воздухе. И родители с детьми приезжают, и студенты. В общем, все здесь. Кроме того, в центре города на главной площади каждую зиму устанавливается общественный каток с возможностью проката коньков. Здесь в уютной новогодней атмосфере можно прекрасно провести время, пообщаться с друзьями и отдохнуть. Для фотографий предусмотрены специальные места, а также есть киоски с горячими напитками. У нас в городе очень много мест для катания, проката коньков. Например, вот, на центральной площади у нас есть каток. Там удобно, можно прийти, арендовать коньки, все вполне недорого. Важно посещать такие места, чтобы отлично провести время. Зимнее время года – это отличная возможность попробовать любой вид зимнего спорта и провести время в компании близких и родных. Лиана Михайлова, Владивосток. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.